запись. Мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре, который проходит в рамках проекта «В первый раз в инклюзивный класс». Хочу напомнить, что данный проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. И сегодня мы обсудим вопрос подготовки ребят со статусом ОВЗ «Инвалидность» к первому классу. Наш первый спикер – Щука Элеонора, поведенческий специалист, то есть АВА-терапевт. Всем здравствуйте. Меня слышно, да? Да, все хорошо. Хорошо. Тема моего выступления – это адаптация детей с речевыми трудностями и проблемами в коммуникации к школе. То есть я как АБА-терапевт, моя основная аудитория – это дети с расстройствами аутистического спектра или с поведенческими разными нарушениями, задержкой психоречевого развития. Поэтому если тут есть родители, у кого дети с подобными, с такими диагнозами, напишите, пожалуйста, в чате плюсики. Угу. Хорошо. Окей. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Так, я сама тоже мама. У меня тоже ребенок когда-то пошел в первый класс, и у меня тоже была очень такая сильная тревога. А родители с детьми, у кого дети с ОВЗ, со статусом ОВЗ, с инвалидностью, тоже у них уровень тревоги прям очень такой большой. И, конечно же, это понятно. Почему, да? Потому что ребенок идет с садика в школу, а школа – это такая прям ступенька очень важная в жизни для семьи. Поэтому нужно будет сначала со своим уровнем тревоги немножко поработать, чтобы ребенка отдавать потом в будущем в школу. Вот уже в первый класс, да, в сентябре, если идете в школу. И следующая презентация, пожалуйста. И вот когда знаешь именно, да, чего боишься, еще терпимо, а так очень страшно. Конечно, очень страшно, что ребенок идет в школу. И сегодня мы разберем, какие навыки нужны ребенку для того, чтобы спокойно, хорошо адаптироваться к школе. Давайте следующую презентацию. Нарушения при задержке психоречевого развития. Какие бывают? Да? Это трудность установления контакта с окружающими, стереотипы их поведения, повышенная тревожность у детей, ранимость, страхи, могут быть агрессии, самоагрессии и какой-то негативизм. Это все трудности формирования и организации учебного поведения. То есть если у ребенка вот это все есть, все, что вот здесь перечислено, то ему будет очень сложно обучаться. Следующее. Так, разберем, что же такое учебное поведение. Учебное поведение – это адекватное реагирование ребенка на предъявляемые ему требования, умение использовать им предлагаемые пособия и игрушки по назначению. Взгляд ребенка должен быть направлен либо на взрослого, либо на пособие, которые используются для игры или обучения. Так как я работаю именно с детьми, у кого поведенческие нарушения, мы прям очень подробно разбираем вот это учебное поведение на мелкие-мелкие шаги. Следующее. Ребенок должен красиво сидеть, чтобы научиться учиться, внимательно смотреть на пособие, должен уметь молча сидеть
внимательно слушать, и, конечно же, у него должно быть очень хорошо развито совместное внимание. Совместное внимание – это когда ребенок разделяет свое внимание со взрослым человеком или со сверстниками. Следующее. И вот здесь в чек-листе видим, какие навыки есть в учебном поведении, да, чтобы ребенок научился сидеть красиво и был готов учиться. Цель номер 1, да, что мы преследуем в первую очередь, это чтобы ребенок у нас хотя бы сидел на полу и выполнял задание, которое стоит на стуле. И потом, когда уже ребенок спокойно будет выполнять такие задания, мы его переносим задание на колени или на поднос, а потом переносим за стол, чтобы он выполнял задание, а потом переносим. Следующая цель – это когда ребенок смотрит на предоставляемый стимул задания, а потом ребенок концентрирует свой взгляд на выполнении задания. Цель номер 6 – это когда ребенок рассматривает набор предметов перед собой на столе. Потом ребенку учим ждать инструкцию педагога, и чтобы он держал руки перед собой красиво, чтобы руки у него не летали, чтобы он ничего не хватал. И после этого мы преследуем цель, чтобы ребенок возвращал руки перед собой после выполнения инструкции педагога, после выполнения задания какого-либо. И цель номер 9 – это когда ребенок возвращается с мотивационной деятельности к педагогу и садится за стол после предупреждения 3, 2, 1. 3, 2, 1, потом, если в школу ребенок идет, то это будет как переменка, да? После перемены звучит звонок, и дети бегут в класс. То есть переменка – это у них мотивационная деятельность, а возвращаться с переменки на урок – это, то есть возвращаться к педагогу, да, и сесть за стол, за парту после предупреждения. Предупреждение в школе будет это звонок. И потом ребенок смотрит на инструктора перед инструкцией. То есть когда ребенок садится за стол, занимается, дети с поведенческими нарушениями, особенно у кого есть диагноз аутизм, они прям избегают, да, вот взгляда, зрительного контакта. И обычно они выполняют задания вот, на занятиях, на индивидуальных занятиях сидят и выполняют задания, то, что лежит на столе, задания выполняют, при этом могут не смотреть на педагога. И такие дети, у которых не сформирован зрительный контакт, им будет очень тяжело выполнять в будущем фронтальные инструкции. Фронтальные инструкции – это когда педагог стоит возле доски, далеко, не как на индивидуальных занятиях, да, за столом сидеть тет-а-тет, педагог стоит у доски, а ребенок сидит за партой и выполняет задание педагога. При этом ребенок должен переключаться, да, смотреть на задание, выполнять и смотреть на педагога. Цель номер 11 – это когда ребенок смотрит на инструктора после выполнения задания. То есть выполнил задание и потом посмотрел еще раз на педагога, чтобы получить следующее задание. Вот эти навыки учебного поведения очень важные. Если у вашего ребенка потом вот этот чек-лист у своего ребенка проанализируйте, посмотрите, что он умеет, что нет, и потом будете знать, какие трудности могут быть у него в обучении. Следующий слайд. И вот навыки дошкольника, Preschool Life Skills, PLC. Вот эти навыки разработаны Энтони Камиллери. Это поведенческий аналитик и BCBA, доктор. Конечно же, американский специалист, который разработал вот эти навыки, которые нужны для дошкольника для успешного обучения в группе. И сейчас мы тоже будем эти навыки просто перечислять, и потом посмотрите, что есть у ребенка. Первый важный навык – это отклик на свое имя. То есть ребенок откликается на свое имя. Если ребенку сказали, например, Лиза,
и ребенок переключается с мотивационной деятельности и смотрит на педагога и говорит «да», или просто смотрит, да, ребенок, если не говорящий. И потом вот этот навык нужно будет перенести на групповые занятия. То есть, когда ребенок идет в школу, да, в школе, в классе много детей, и там шумно будет. В первое время, конечно же, первоклассники, они все шумные. И когда учитель стоит у доски и зовет ребенка по имени, ребенок должен откликнуться на свое имя и ответить на какой-то вопрос. Угу. А второй навык – это следование простым инструкциям. То есть, когда учитель говорит «садитесь», ребенок должен сесть. Достаньте, например, учебник или рюкзак возьмите, ребенок берет. И потом следование многокомпонентным инструкциям. И когда учитель говорит, например, «садитесь», достаем с рюкзака учебник по окружающему миру, рабочую тетрадку, пенал, карандаши. Карандаши нам нужны зеленые, красные, синие. И ребенок это все должен запоминать, и все должен вот так сидеть, запоминать, и все, что говорит учитель, доставать и что-то делать. И просьба о помощи. Если ребенок не умеет просить помощи, он это будет другим образом проявлять. Кто-то кричит, может кричать, да, кто-то может просто выйти из класса или сесть под партой и будет отказываться что-либо делать, если он не умеет просить помощи. То есть ребенок должен уметь попросить помощи, то, что, пожалуйста, там, Елизавета Александровна, я здесь не поняла, подойдите ко мне, пожалуйста. То есть чтобы просить чего-либо. Ну, то, что ему тяжело. И просьба о внимании. То есть некоторые дети тоже не умеют привлекать внимание, они делают это другим образом. Или же они сползают со стула, например, да, или же кричат, или же что-нибудь могут другое сделать. Там, если агрессивное поведение есть, то они могут бить соседа по парте или себя могут бить, если сама агрессия, да. Вместо этого они должны попросить внимания, да. То есть извините, пожалуйста, посмотрите, пожалуйста, что-нибудь такое сказать. Так, следующий слайд, пожалуйста. Шестой навык – это когда ребенок просит материалы у взрослых. Да? Если у ребенка, например, чего-то не хватает, ребенок должен попросить у педагога именно тот материал, которого у него нету. Например, ребенка сломалась, например, линейка или закончилась ручка, он может попросить учителя, чтобы он ему дал то, что у ребенка нету. И также попросить материалы у сверстников, да, то есть если ребенок более-менее легко, да, более-менее обучается просить что-то у взрослых, а дети, особенно у кого есть аутизм, им очень тяжело обращаться с просьбами к сверстникам. То есть отложи, пожалуйста, линейку или там отложи или подай мне вот эту красную ручку или красную какую-нибудь там краску, например. Потом 8-й навык – это терпимость к задержкам от взрослого. То есть не всегда бывает то, что прям ребенок попросил что-нибудь, да, у взрослого. У меня нету линейки, дайте, пожалуйста, линейку. И взрослый, если у него есть линейка где-то там между книжками, и он стоит, ищет эту линейку, и если у ребенка какой-либо такой диагноз, и он не умеет ждать, то он начнет тоже нервничать. Поэтому тоже детей нужно учить к таким событиям, то, что нужно немножко подождать, немножко быть толерантным к задержкам от взрослого. И это тоже прям пошагово можно научить детей. Также терпимость к задержкам от сверстников тоже обучается отдельно.
Следующее. И вот 10-й навык – это благодарность. Да? Если, например, ребенок получает что-то от взрослого, сверстника, то в течение 5 секунд он смотрит на него и говорит спасибо. Этому тоже обучается отдельно, если ребенок это не умеет. 11-й навык – это когда признание и комплимент, то есть когда в группу, например, заходит вновь прибывший какой-нибудь сверстник, и ребенок в течение 10 секунд приветствует его, да, типа, привет. То есть когда в класс заходит какой-нибудь ребенок, нужно будет научить детей приветствовать друг с другом. 12-й навык – это когда ребенок предлагает или спрашивает, или умеет делиться с игрушками. Потому что все дети, да, даже вот школьники начальных классов, они все играют все равно. И когда дети не умеют делиться с игрушками или с чем-нибудь, они, конечно же, проявляют это нежелательным способом. И также вот чувство такой эмпатии, да, 13-й навык, это когда успокаивать и сочувствовать ближнему. То есть тоже эмоциям, как быть эмпатичным, ребенку тоже нужно будет научить отдельно. И вот нужно вот эти все навыки у своего ребенка проанализировать и посмотреть, чего у него не хватает, и если чего-то не хватает, то попытаться этому его научить. Желаю вам успехов в учебе. Тем, кто идет в первый класс, это, конечно, очень волнительно, очень такое важное событие в жизни ребенка, семьи. Успехов в учебе. Следующее. Всем спасибо за внимание. Я на этом все. Спасибо большое. Если есть вопросы, можете сейчас задать. Я думаю, что лучше в чат написать, ну, можно голосом, если есть. Ага, здравствуйте. Здравствуйте. Ага, ну вот я посмотрела вот такие правила, ну не правила, а как бы какие-то навыки. Вот навыки, да. Но у детей с ОВЗ в большинстве же таких навыков 100% нету. И вот как быть тогда, если уже вот в школу идем, а вот попросить учителя там Любовь Ильинична, пожалуйста, помогите мне. Вот такое даже полное предложение, даже не сможет же сказать это первое, да. Сочувствие еще такого тоже, сострадание тоже особо не выработано. Вот тогда как быть ребенку? Вот, значит, у него уже будут проблемы, да, в школе. Да, в классе, если будет очень много детей, если вы идете в общеобразовательную школу, то у ребенка, возможно, будут трудности с этим, да. И желательно, конечно же, ребенка отдавать именно вот на групповые занятия, если вы ходили только на индивидуальные. На групповые занятия именно это, где проводят подготовку к школе. И прям спросить или попросить учителя научить ребенка, чтобы он научился вот, обращаться к учителю по имени, отчеству, если ребенку речь позволяет. Этому нужно отдельно учиться. Ага. Тогда мы как раз ходим в подготовку, 35-ю школу, да, тогда, ну, у нас контакта совсем с учителем нету, мы его отдаем там у входа и забираем у выхода, да. Тогда надо учителя спросить конкретно, чтобы она вот помогла, да, вот по таким пунктам. Да. Или если учитель совсем не идет в контакт, да, вот в школах, то нужно будет найти именно другую подготовку, частный центр где-нибудь и попросить там. Подготовка в школе, в 35-й школе сейчас. Сколько детей в классе? 14. 14 еще нормально. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Есть еще вопросы? Можете порекомендовать подготовку в школе. Именно какие центры
К сожалению, Да. не могу сказать, потому что я не знаю конкретно вашего ребенка, какая у него нозология. А так вот учитель первых классов, он же Мгм. должен вот эти пункты, навыки понимать же, да, у ребенка сформированы или нет. Ну да, обычно учителя, они понимают то, что вот ребенок, кто-то может попросить, да, выйти в туалет, а кто-то может сидеть там, терпеть. Ну, учителя обычно, они такие опытные, они знают, какие проблемы могут быть у детей, какие есть у ребенка проблемы, когда идут в школу. Угу, угу. Спасибо. Мгм. Если нету... Вот Тамара задала вопрос, вот этот вопрос лучше к организаторам, хорошо? А так, если вопросов нету, то я закругляюсь, даю слово следующему спикеру. Все, всем спасибо, до свидания. Здравствуйте, меня зовут Юлия Решетникова, я учитель-логопед. Также я работала долгое время в школе. Сегодня хочу рассказать вам о том, что такое вообще, как работать с академическими навыками, да, что такое письмо и чтение, и какая должна быть профилактика, в общем, нарушений письма и чтения, и что делать, если они у ребенка все-таки выявляются. Мы знаем, что мозг управляет всеми видами активности, в том числе телесной и умственной. Каждую миллисекунду в наш мозг поступает очень большое количество сенсорной информации от глаз, ушей, от всего тела. И вот примерно до 7 лет мозг ребенка работает как устройство для обработки информации. То есть это говорит о том, что ребенок воспринимает окружающий мир и делает выводы о них, основываясь на своих ощущениях. Таким образом, чтение, письмо, математика – это исключительно сложные процессы, которые возможны лишь при наличии стабильной сенсорной интеграции у ребенка. Ребенок, он не может объяснить свои проблемы, не понять происходящее. Да? В школе от него требуют сидеть за партой, либо он не может понять тему. И это происходит, он не может контролировать это, потому что мозговые процессы бессознательны, и они контролю не поддаются. Например, если у ребенка нарушена сенсорная интеграция, такие дети обычно очень быстро устают, утомляются. Вот из своей практики приведу пример. Ребенок в анамнезе стоит РОП-ЦНС, ЗПРР по ПМПК 7,2. Учится в общеобразовательной школе. Ребенок заходит в класс и просто вот так вот сидит, еле-еле вот так вот сидит, растекается по парте, не может сосредоточиться, постоянно что-то трогает, перебирает. Он делает это не потому, что он так этого хочет. Вот многие думают, и родители, и учителя думают, что дело в воспитании ребенка, дело в его желании, в нежелании учиться. На самом деле это не так. Как я уже сказала, что мозговые процессы, они бессознательны и контролю не подлежат. Тело просит ощущений. То есть то, что мы видим, слышим, трогаем, это все ощущения. Каждое ощущение – это вид информации. И чем больше человек берет этих ощущений через тело, тем быстрее, ну так скажем, лучше развивается его мозг. Таким образом ощущение – это пища для мозга.
И вот маленький ребенок в процессе своего развития, он использует любой вид активности, чтобы вот сформировать такие кирпичики, которые потом лягут в фундамент более сложных и зрелых этапов развития. Я имею в виду поведение, речь и академические навыки. Вот. Как я уже сказала, что каждая мышца, сустав, жизненно важный орган, кусочек кожи, они посылают в наш мозг определенные сигналы. И вот таким образом получается, что каждое ощущение – это вид информации. Нервная система использует эту информацию, генерирует и с помощью вот этой информации управляет телом и мышлением. Поэтому мозг нуждается в постоянном поступлении информации, чтобы нормально развиваться и работать. Таким образом, вот нарушение сенсорной интеграции прямо влияет на протекающий в голове процесс обучения, либо ведет к нарушению поведения, связанного вот с учебой в школе. Основными преградами являются чтение и письмо. Потому что для детей с определенными видами сенсорных нарушений чтение всегда представляет трудность. Когда мы читаем, у нас задействованы, ну так скажем, вестибулярные ощущения, да, проприоцептивные ощущения. Вестибулярные ощущения – это у нас движение глаз, проприоцептивные – это движение шеи, когда мы читаем, потому что чтение – это все равно движение. Некоторым детям трудно записывать услышанные слова. Они не могут интегрировать звуковые ощущения с ощущениями в кисти и пальцах. Такие дети, они нередко могут сказать: я знаю, чего вы хотите, но не могу это записать. То есть ребенок понимает, что нужно вот это написать, например, волк живет в лесу, но он не может этого сделать, потому что, возможно, вот либо звуковые ощущения не интегрируются с ощущениями в пальцах, либо ребенок неправильно слышит звуки. Далее, дети с нарушением сенсорной интеграции плохо ориентируются в окружающем их пространстве. Они натыкаются на других детей или предметы, потому что им сложно оценить пространственное положение, особенно собственного тела. Из-за этой особенности в школе трудно бывает переписывать с доски, например. То есть оценка расстояния между собой и доской, и расположение букв на бумаге, ему сложно в этом ориентироваться. И поэтому буквы получаются разного размера и кривыми. Сейчас мы сразу перейдем к трудностям. Вот, например, вы видите диктант ребенка с дисграфией, то есть нарушением письма. Причин может быть очень много. Вот от нарушений сенсорной интеграции до каких-то вот органических особенностей. Так, дисграфия – это частичное нарушение процессов письма, то есть дети пишут, но у них появляются стойкие повторяющиеся ошибки, которые чаще всего вот обусловлены несформированностью высших психических функций. Речевые симптомы – это вот неврологические нарушения, нарушение познавательной деятельности, памяти, восприятия, внимания, моторики. Зрительно-пространственные ориентировки. Речевые симптомы – это вот ошибки на уровне буквы или осмотре. Причины. Это может быть несформированность фонетико-фонематических процессов, то есть ребенок пишет так, как слышит, или пишет так, как говорит. Несформированность лексико-грамматической стороны речи – это более сложное понятие. И биологические причины, да, допустим, поражение центральной нервной системы. Виды дисграфии: артикуляторно-акустическая, оптическая, аграмматическая и на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Например, артикуляторно-акустическая дисграфия. Причиной этого вида является неправильное произношение звуков речи. Ребенок пишет слова так, как их произносит. Здесь вы можете это видеть. Например, очень часто дети путают парные согласные и безударные гласные.
например, на луку, собирали, да, Сережа и Саша рвал щавель, вот, ловит бабочку, дети идут домой. Акустическая дисграфия. Эта дисграфия очень часто встречается у детей. Причиной возникновения это вот нарушение дифференциации, распознавание близких звуков речи. При этом произношение звуков является нормальным. Хочу сразу предупредить, например, у детей с нарушением слуха не обязательно может быть дисграфия. То есть дисграфия – это нарушение восприятия, дифференциации звуков. А если ребенок с нарушенным слухом, у него нет с этим проблем, он может писать, у него может и не быть дисграфии. То есть дисграфия – это не обязательно нарушение слуха. Тут ребенок пишет так, как слышит. Вот, смотрите. Опять же, парные согласные, опять же, безударные гласные, дятлы, снекири, грачи, видите, другие. У нас несформированность зрительно-пространственных функций, то есть зрительного гнозиса, зрительного анализа и синтеза. Как я уже сказала, через ощущения мы получаем информацию. И на базе ощущений у нас развиваются гностические функции, то есть гнозис на языке нейропсихологии – это узнавание. Есть зрительный гнозис, да, есть слуховой гнозис. Кстати, слуховой гнозис делится у нас на два вида. Это восприятие речевых звуков и восприятие неречевых звуков. И в процессе становления на каждом этапе вот слухового восприятия, вот это слуховое восприятие может искажаться. Так, ну здесь у нас дети, они могут похожие буквы путать друг с другом, не дописывать какие-то элементы могут, либо написать слова вместе могут. Так, посмотрите. Здесь, например, да, спуск. ПТ, тучи, ПТ. То есть П и Т у нас оптически похожи, и дети могут их путать между собой. Дисграфия на почве нарушения звукового анализа и синтеза. Значит, здесь у нас нарушается анализ предложений на слова, слоговой и фонематический анализ и синтез. То есть дети, они могут предложение из 5 слов написать одним словом. Да? Просто вот в одно слово вместить 5 слов. Посмотрите, пропускают предлоги. Чудесная, янейная, да, на дворе, апрель, погода, видите, все как бы пишут в кучу. Для них нет начала предложения, конца предложения, запятых, точек и так далее. А грамматическая дисграфия проявляется ближе к 4-5 классу, но это когда у ребенка очень много пробелов по русскому языку. Далее, дислексия. Это у нас частичные нарушения процессов чтения. Опять же, они проявляются в повторяющихся ошибках стойкого характера. И дислексия, она вот обусловлена несформированностью высших психических функций. Форма дислексии фонематическая, то есть недоразвитие функции фонематической системы, семантическая, проявляется в нарушениях понимания прочитанных слов, предложений, текста. При этом ребенок технически правильно читает. Аграмматическая, недоразвитие грамматического строя речи. Мнестическая проявляется в трудностях усвоения всех букв. Оптическая. Дислексия проявляется в трудностях усвоения графически сходных букв, а также в их заменах. Вот. Какая бывает симптоматика речевая? Замена и смещение звуков при чтении. Чаще всего вот фонетически близких звуков, звонких, глухих, дети
могут заменять друг на друга. Побуквенное чтение, то есть это нарушение слияния звуков в слоги и слова. Буквы ребенок начинает читать по буквам. Искажение звукослоговой структуры проявляется в пропусках согласных при стечении согласных. Могут добавлять, переставлять звуки и так далее, слоги. Нарушение понимания прочитанного. Они могут проявляться как в понимании отдельного слова, так и в предложении. Вот. Аграмматизмы могут быть при чтении. Также часто наблюдаются нарушения звукопроизношения. Неречевая симптоматика, как, то есть это трудности ориентировки во всех пространственных представлениях, то есть где левая, где правая сторона, вверх, вниз, да. Когда ребенок рисует, например, он не точно определяет формы, размер, да, вот. Далее, как мы можем с этим работать? Я очень люблю вот такие вот упражнения. Буквы спрятались друг в друга, так скажем, и ребенок должен, если плохо читает, плохо пишет, просто найти буквы, какие буквы он здесь видит, да. Если он уже читает, но читает медленно, с ошибками, составить слово, например. Также есть такие очень хорошие упражнения, как продолжи строчку из букв, вставь буквы, да, определенные буквы даются ребенку, и ребенок должен вставить. Найти слова из букв, например, видите, веник, вафли, ведро, велосипед. Это только вот педагогическая, получается, учебная такая коррекция. Помимо этого, обязательно нужно еще развивать сенсорику, потому что когда у ребенка наблюдаются дисграфия, дислексия, трудности, да, вот именно в обучении в школе, то сенсорная сторона у нас тоже страдает, поэтому с этим тоже нужно работать. Как мы можем это сделать? Мы можем записать ребенка на спорт, на танцы, обязательно на музыкальные занятия, потому что это развитие слуха, ритма, а это у нас вся наша речь и письменная, и устная. Дальше смотрим. Лабиринты очень хорошо идут, это вот развитие пространственных ощущений. Опять же, вставьте слова, вычеркни повторяющиеся буквы. Филварды мне очень нравятся такие вот. Раскрась клеточки там с определенной буквой, и появится картинка. Вот, опять же, вставить буквы. Теперь хочу показать свой топ пособий. Вот. Ирина Праведникова, нейропрописи. У нее очень хорошие нейропрописи. В свободном доступе везде продается. Я сама использую на своих занятиях, как и в школе, так и, ну, вообще, беру и копирую, так скажем. Далее, вот такие вот очень хорошие нейропрописи есть, как профилактика, как коррекция, очень хорошо воспринимаются детьми. Мне очень также нравятся логопедические тетради Суслова и Мальм. Есть, по-моему, 4 вида этих тетрадей. Учусь различать звуки для коррекции оптической дисграфии, звуки для коррекции акустической дисграфии. Вообще очень хорошая тетрадь. Задания очень легкие. Следующее. Есть такие тетради Мазановой, классика, на все формы дисграфии, например, вот на акустическую форму у нас. Далее на нарушение языкового анализа и синтеза, аграмматическая дисграфия, оптическая. Также очень люблю методику Корнева. Вы можете в интернете скачать его таблицы для чтения и по ним заниматься. Вот такие вот упражнения. Это упражнения представлены из этих пособий, которые я вам только что показала. А вот пример таблицы Корнева. Так, Зотов, повышение скорости чтения. Как бы
По названию можно сказать, что пособие для скорости чтения, да, ну, так скажем, по скорочтению, но это не совсем так. Там внутри очень хорошие упражнения. Ну, вот, например, смотрите. Зачеркни разными способами. Слоговые таблицы буряк, тоненькая такая тетрадочка, но здесь, что мне понравилось, от легкого к сложному идет. То есть ребенок, так скажем, не напрягаясь, работает над техникой своего чтения. Дислексия или почему ребенок плохо читает, тоже очень хорошее пособие. Здесь у нас и на письмо, и на чтение. Также очень нравится логопедическая тетрадь Оглобиной. Здесь очень интересные упражнения. Конечно, для детей постарше, 3 и 4 класс. И детям очень нравятся эти упражнения, потому что они такие интересные. Далее хочу вам показать ВКонтакте любимые сообщества, где можно скачать материал, книги, методические пособия. Вот, подготовка к школе, сообщество, занятия Коняхиной, очень интересные занятия можно скачать. Болтушка логопед очень нравится. Далее, вот, дошкольник, здесь очень много тоже пособий представлено, и шкатулка логопеда. То есть вы можете зайти на эти сообщества, посмотреть, там очень много разного материала. Так, теперь хочу сказать немного о сенсорике. Как можно с этим работать в домашних условиях, помимо занятий, допустим, у специалиста? Можно каждый вечер проводить ребенку массаж. Массаж не оздоровительный, ни в коем случае, это массаж у нас будет сенсорный. Например, сегодня вы делаете массаж ребенку какой-нибудь мягкой губкой, на следующий день вы делаете массаж каким-либо другим предметом. Вот. Таким образом, через тело ребенок будет получать новые ощущения. Как мы уже сказали, каждое ощущение – это вид информации. Когда купаете ребенка, можно использовать 2 вида мочалок. Например, одна помягче, потом пожестче. Можно также, грубо говоря, нюхать разные штучки, да, продукты, если, конечно, аллергии нету. Я беру обычные баночки из-под детских пюре, туда кладу ватные диски и капаю какое-нибудь масло, например, масло апельсина, эвкалипта, да, кофе может быть, и просто с ребенком в течение дня подходим и нюхаем. Можно 1 раз в день понюхать там с утра, потому что запахи, они напрямую влияют на лимбическую систему. Лимбическая система отвечает у нас за эмоции, а также она отвечает за долговременную память. Например, вот вы проходите мимо пекарни и улавливаете запах свежей выпечки и можете перенестись в детство. Вот у вас сработала лимбическая система. Далее, еще, что еще? Так, про методику массажа. Нет, методики нет, это просто сенсорный массаж. Погладили ребеночка, да, чем-то мягким сегодня, вот так вот, минутки 2-3 буквально, все, забыли. На следующий день взяли другой материал, погладили и забыли. Если ребенок не может усидеть на месте, вот так вот, он дергается, там что-то делает, не может сосредоточиться, можно его приземлять. Например, использовать утяжеленные одеяла, либо какие-то мешочки. У меня есть такие мешочки по 200, по 300 грамм, и я их кладу на плечи ребенка, на ручки, на ножки. И когда тело, оно получает вот это вот дополнительное ощущение, нервная система у нас успокаивается, и ребенок сосредотачивается на том, что вы хотите ему дать. Вот. У меня все. Если есть вопросы, буду рада на них ответить. Можете написать в чат. А можно вот спросить, да, у вас? Угу. Вот на комплексной диагностике как-то вот это тоже определяете, и
Даете, да, тоже вот рекомендации. Да, конечно, на комплексной диагностике мы все эти стороны смотрим и рекомендации даем. Ага, спасибо. Да, да, совершенно верно. Лучше сенсорика пускать ребенка летом в деревню, босиком на травку. Это очень хорошо. Как раз сегодня с одной моей родительницей это обсуждали, что у ребенка хороший прорыв был после месяца на даче у родственников. Угу. Елизавета, видимо, вопросов у меня нет. Хорошо. Давайте тогда мы будем продолжать дальше. Сейчас мы поговорим про психологические особенности подготовки к школе. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете сразу писать их в чат. По мере моего спича мы с вами будем обсуждать какие-то волнительные моменты, либо вопросы, которые могут у вас возникать. Был вопрос по поводу летней активности. Поскольку мы записи выложим на YouTube в общий доступ, мы до конца пока не можем раскрывать все особенности нашей летней активности, но она будет. Сейчас мы работаем по партнерству с теми учреждениями, которые помогут нам организовать летнюю активность. Но сразу скажу, что в работе летней площадки смогут принять участие только те родители, которые записались к нам в проект чуть-чуть заранее, прошли комплексную диагностику и, соответственно, больше с нами знакомы, чем вот только-только там посмотрев один вебинар и так далее. Одно из самых важных сообщений, которое я хотела бы сегодня уточнить, что любую подготовку к школе необходимо начинать заблаговременно. Вы большие молодцы, что занялись этим вопросом вот сейчас в апреле, потому что, к сожалению, вот работаю в образовании и часто вижу, что вопросы у родителей возникают вот в момент. То есть, например, на примере там старшеклассников закончили школу, приемная кампания уже в разгаре, там заканчивается в конце июля, в 15 числах июля родители только-только могут уточнить, что же делать. Оказывается, ребенок сам ничего не может. И такое же, немножко легкомыслие, да, без обид, конечно же, вижу у родителей, когда мы говорим про какой-то очень серьезный шаг в жизни ребенка. То есть очень важно заранее сообщать ребенку о том, что у него предстоит в жизни, такое большое серьезное изменение, как завершение образования в детском саду и переход на новую ступень. Больше того, стоит упомянуть, что какие-то это достаточный стресс для того, чтобы... вообще стресс – это не хорошо, не плохо, но, как правило, если у ребенка есть некоторые особенности в развитии, любые стрессовые ситуации могут, забирать у него немножко откатывать его в развитии, он может вести себя как маленький или проявлять себя так, что это рождает еще большее беспокойство либо тревогу родителей, вот как ранее говорила Элна, да, и поэтому мы ратуем за заблаговременную подготовку, да. Когда мы говорим про ребят с ОВЗ, мы уточняем, что у них не очень хорошо развиты игровой вид деятельности, умение взаимодействовать со сверстниками, со взрослыми, сфера представления об окружающем мире и о себе, уровень познавательной активности, и в целом готовность к школьному обучению. Поэтому я рекомендую тем, кто подключился чуть-чуть попозже, пересмотреть вебинар сначала, потому что Элеонора привела очень хорошую таблицу, где пошагово
рассказала о том, что делать перед тем, как усаживать ребенка за парту. Ребенок, который, допустим, не сидит за партой, либо имеет негативный опыт каких-то коррекционных занятий, да, и вам нужно, ну, вот он у вас пойдет в школу, и вы его пытаетесь упорно усадить за стол, а он никак не садится и начинает проявлять себя в каком-то вот негативном поведении, очень важно делать все поэтапно. То есть мы даже, вот, ну, если мы понимаем, что вот у ребенка не сформировано учебное поведение, это то, о чем говорила Элеонора, мы начинаем с азов и с самого начала. Поэтому хотела бы вот также отметить, что была вот у нас конференция, и я часто спрашивала у родителей, у специалистов, которые работают с ребятами с расой, у которых нет активной речи, занимаются ли ваши дети с АВА-терапевтом, 80% сказали, что нет. При этом те преподаватели, учителя, которые сказали, что ребенок занимается с АВА-терапевтом, у него результаты лучше и обучаемость у него лучше, очень важное сообщение заключается в том, что нужно, ну, дополнительно, как сказать, развивать у ребенка умение учиться. То есть школа – это про учебу, это не про игру. И если ребенок пропустил в своем развитии игровой вид деятельности, то он будет его догонять. Поэтому, ну вот, и я встретила такой вот комментарий, что АВА-терапия подходит не для всех. Мне очень грустно такое слышать от специалистов, потому что АВА-терапия – это не про карточки, это про развитие навыков, это ни в коем случае не реклама ну, какого-то конкретного специалиста, но как метод для неречевых детей, которые не могут обратиться к сверстнику, к взрослому. Вы представьте ситуацию того, что вот вы, не говорящего ребенка, в один прекрасный день привели в абсолютно новое помещение. Он увидел этих людей, детей, орущих, непонятную учительницу в первый раз, и про какую адекватную реакцию можно говорить, если он не был подготовлен заранее. Допустим, есть очень хорошая рекомендация для ребят, у которых есть некоторые особенности в развитии. Перед тем, как их отдать в детский сад, мы начинаем сначала ходить мимо детского сада, потом заходим туда на территорию, потом можем зайти посмотреть внутри здания. То есть мы таким образом снимаем вот эту вот, ну, тревогу и создаем у ребенка понятное вот ощущение того, что вот это место, в этом месте я уже был, значит, тут более-менее безопасно. Поэтому в случае с неговорящими детишками очень важно задать себе несколько вопросов. Первое. Как мой ребенок будет коммуницировать, если меня рядом не будет? Поэтому альтернативные виды коммуникации – это не блажь, это не карточки, с помощью которых мы дрессируем детей, а это один из единственных способов сообщить чужим людям, что у него сейчас болит, происходит, что ему нужно, хочет ли он попить, пописать, либо у него что-то случилось, потому что есть, ну, как бы некоторые сензитивные периоды развития, и, к сожалению, ну, если речь не появилась к определенному времени жизни, то есть вероятность того, что она и не появится. Поэтому очень важно, ну, как бы, вот этот вот вопрос передачи ребенка из одного учреждения в другую суметь закрыть. Но в целом, если кратко, да, у меня 20 слайдов, я также разделила готовность к школе на основные разделы, по которым мы должны проверить готовность, но тем не менее, как бы, есть и краткий тезис, да. Самая главная проблема заключается в завышенных ожиданиях. То есть завышенные ожидания – это самый главный враг, потому что вот в школе мы понимаем, мы привыкли учиться, что ну, мы привыкли думать, что в школе ребенок должен научиться писать, читать, изучать окружающий мир, но мы эти знания хотим наслоить на тот фундамент, которого нет. То есть если ребенок не говорит, то возникает логичный вопрос, зачем его учить полноте окружающего мира, если он вот, ну, как бы
насколько... Нет, не поймите меня неправильно. Это не значит, что не нужно учить. Это значит, что нужно решить вопрос первого этапа. То есть как мы будем получать у него понимание того, что он усвоил или нет. Чтобы занятия не превратились в просто вот вы добились своего, вы отправили ребенка в школу, либо к вам домой приходит учитель, но 20 минут – это вот ребенок просто сидит с непонимающим видом, взрослый человек что-то говорит чисто для галочки, и вроде бы у вас ребенок из класса в класс переходит, но плюс-минус в навыках ничего не... В навыках, в понимании мира, в каком-то вот ничего не добавляется, просто вот он переходит у вас с класса в класс, он вроде бы чему-то учится, и вот это вот отслеживание, оно, к сожалению, чаще всего ложится на плечи родителя, к сожалению, так сложилось. Поэтому прежде чем вот отдать ребенка в школу, добиваться для него тьютера, либо ресурсного класса, либо коррекционного, либо вообще отдавать его в школу, но это как бы универсальная такая рекомендация, да, подумайте, зачем, с какой целью вы отдаете, потому что сейчас вот это вот у нас олимпиадная истерия, быстрее, выше, как бы сильнее, да, и при этом вот я себе здесь отметила, школа считает успешным аудиалов и экстравертов. То есть экстраверты – это те люди, дети, которым хорошо с людьми, им нравятся вот эти вот большие компании, шумные, весело. И аудиалы – это те люди, которые воспринимают информацию на слух. То есть если ваш ребенок не переносит шумы и не любит большие сборища людей, а также он больше воспринимает информацию визуально, а ребята с задержкой речевого развития практически все визуалы, потому что вот они вот так сложилось, как бы, да, то есть вероятность того, что ваш ребенок будет не успешен в академических навыках. Поэтому подумайте, где вместе с тем вы будете создавать ситуацию успеха для ребенка, чтобы он там ощущал себя успешным. Это независимо от того, есть у него особенности здоровья, либо их нет. Очень важно готовиться постепенно, то есть мы часто говорим про то, что это вообще по-хорошему в разрезе это год-два. И мы в этом вопросе не торопимся. То есть особенно вот если мы возьмем теорию возраста, то у нас есть понимание того, что ребенок с задержкой речевого развития дословно звучит следующим видом, что вот задержка – это что-то, что к какому-то возрастному периоду у ребенка компенсируется. То есть вот он говорил плохо, чуть-чуть заговорил, и вот уже прям говорит полными словами, полными предложениями, все хорошо и прекрасно, только он, допустим, чуть-чуть имеет искажение звукопроизношения, если я правильно это упоминаю. Как бы, да? Но иногда бывает так, что к 7 годам нет активной речи. И поэтому нужно понять, как правильно, как сказать, с чего определить вот этот вот этап. Ага, продолжаем. Также важно отметить, что регулярность важнее интенсивности. То есть вот есть еще такой, например, вопрос, да, посоветуйте нам специалиста или специалиста, который поможет моему ребенку вот подтянуть свои навыки. Мы говорим про то, что регулярность важнее интенсивности. То есть, как правило, отследить результативность у конкретного специалиста вы сможете только после полугода работы с ним. Все, что до этого, это не вызывает привыкания, и тут вы можете справедливо заметить, что реабилитация проходит там недели 2-3, вы будете абсолютно правы, но, к сожалению, педагогическая коррекция работает таким образом, что она работает в долгую. Это марафон. Поэтому очень важно не загружать ребенка, особенно перед школой. Мы бережем вот этот вот ресурс, потому что, когда мы говорим про возраст, когда ребенок должен пойти в школу, это вопрос там 7, 6, 8, либо 9 лет. Тут важно уточнить про морфофункциональную зрелость. Что это такое? У каждого из нас, когда мы были детьми, были скачки либо этапы роста. И, например,
есть один из простых способов, как проверить, готов ли ребенок пойти в школу. Нужно произнести ему просьбу, задание, которое он должен выполнить. Звучит оно дословно так. Достань правой рукой левое ухо, проведя руку над головой. При этом вы не показываете, как это делать. Вы никаких подсказок не даете. Еще раз повторю. Правой рукой достань левое ухо, проведя руку над головой. Вы можете сейчас попробовать это сделать. То есть правой рукой, я не знаю, камера зеркалит или нет, вы достаете левое ухо, проведя руку над головой. Если ваш ребенок не может это сделать, значит, он не ориентируется в понимании право-лево, значит, морфофункциональная зрелость у него не наступила. Поэтому, когда мы его отдаем в учреждение, где его будут учить писать слева направо, когда ему нужно будет считать последовательно, когда ему нужно будет усваивать информацию с помощью слуха, тут вот есть огромный вопрос в том, чтобы оценить готовность ребенка и, возможно, отложить на год вот этот вот, ну, как бы смену уровня образования. И нет ничего страшного, если ребенок пойдет в школу в 8. Иногда ребята нашей категории идут к 9 годам в школу. Ну и очень важно, вот Юлия Игоревна продемонстрировала огромное количество пособий. Ищите, пожалуйста, специализированные пособия, которые подойдут лично вам. Не бойтесь ориентироваться на возраст младших пособий. То есть если ребенку сейчас 5-6 лет, можно попробовать купить пособие для 2-3 леток, чтобы посмотреть, насколько ребенок владеет пониманием вот того уровня, который необходим для того, чтобы переходить на следующий этап развития. Если вы учитель, очень важно, я посчитала важным отметить, я не знаю, есть ли у нас здесь учителя, но я думаю, что в записи это будет интересно посмотреть. Когда мы говорим про то, что ребенок с особенностями идет в школу, и это волнение, тревога для родителей, это не только для родителя, ну, как бы волнительная ситуация, но и для учителя, потому что что такое инклюзивное образование? Огромный вопрос. И что я как учитель должен делать в зоне своей ответственности для того, чтобы ребенку с ОВЗ было комфортно у меня в классе либо в школе. Мне кажется, очень важно перед поступлением в школу, ну вообще даже если вы уже поступили, поговорить с учителем о том, какие особенности есть у вашего ребенка и как вы с ними справляетесь. Научились ли вы это делать? Именно поэтому я люблю АВА-терапию, потому что она более стандартизирована в вопросе понимания коррекции нежелательного поведения. То есть вот он орет, что мы делаем? При этом, конечно, важно подбирать квалифицированного специалиста. Ну, как бы тут, я думаю, сами разберетесь. Вот. И поэтому, допустим, каждый учитель должен владеть пониманием особенностей развития детей, ну, в какой-то чуть более большей степени, чем родители. Потому что, например, ребенок с нарушениями нервной системы вряд ли сможет выдержать 40 минут урока вот и 5-6 уроков подряд, и это нормально. Он начнет ходить, срывать вам уроки. Это не значит, что он плохой, либо его плохо воспитывали. Но, наверное, у нас не зря есть физиология, которая может не позволить ребенку в данный момент времени осваивать ту нагрузку, которую вы ему даете как учитель. Поэтому очень важно настраиваться на диалог с родителями. Очень важно изучить личные дела детей, узнать, какие у них есть диагнозы, потому что у меня иногда шевелятся волосы на голове, когда человек работает в классе и даже не знает, какие есть диагнозы. В ресурсном классе, не буду уточнять, у кого где я это узнала, учитель работает в ресурсном классе, не знает, какие диагнозы у детей, мне плохо, и я вообще не понимаю, что он тогда там делает. Вот. Если ребенок с особенностями не выполняет домашку, пожалуйста, его не ругайте, потому что семейная ситуация может быть разная. Вот если у вас ребенок проявляет себя на уроках не очень хорошо, представьте, что может быть дома. Он может быть дома не один. У всех семейные ситуации могут быть разные. Поэтому предлагайте чаще родителю помощь в вопросе обращения к школьному психологу, к школьному логопеду. И не в том вот ключе, что у вас какой-то не такой ребенок, давайте-ка вы его сводите на ПМПК, потому что вот эта вот корректность в работе
специалиста и родителя, она чаще всего вот, ну, как-то не работает. Я не знаю, что нужно делать. Для этого, конечно, нужно приложить личные усилия, но это очень важно делать. Вот знайте про детей побольше. Что важно знать? В случае необходимости, как вы можете оказать экстренную помощь ребенку. Например, если у ребенка стоит диагноз эпилепсия, обязательно уточните, что делать, если приступ случится у вас на уроке. Контролировать, что нельзя делать ребенку. То есть, допустим, может быть у ребенка редкий вид пищевой аллергии, либо есть какие-то аллергические реакции, которые могут потребовать укола, да? Такое тоже может быть. Поэтому находитесь в обязательном постоянном контакте с родителем, уточните, что делать, как нужно поступать. Это не значит, что вы какой-то не такой и не знаете, там, вас в институте не научили. Это конкретно про вопрос вот этого ребенка. Допустим, у нас вот был мальчик на комплексной диагностике, он был с кохлеарным имплантом, он достаточно ловко его снял и показал маме, что там села батарейка, он сказал, ой, там села батарейка, то есть ребенок сам понимает, что можно снимать, показывать, что там села батарейка, а у меня в этот момент немножко случилась паника, потому что это же очень дорогой аппарат, а вдруг вот он прямо сейчас его там сломает, и что тогда делать? То есть вот это вот такие вопросы, которые нужно обсуждать. Ну и, конечно же, при разработке индивидуальной программы и в целом в работе нужно обеспечить индивидуальный подход и нужный образовательный маршрут, чтобы избежать проблем, конфликтов и недопонимания. Мы помним, что худой мир лучше доброй ссоры. Уточните, может ли ребенок кушать, сам себя обслуживать, что делать, если не, и как бы вооружитесь различными вариантами решения проблемных ситуаций. Ну и, конечно же, почитайте про дефектологию, навыки оказания первой доврачебной помощи. Ну и как бы желаю вам хорошего контакта с родителями, чтобы у вас возник диалог с вашего первого момента знакомства и взаимодействия, чтобы избежать различных проблем, которые могут быть. Ну и, конечно же, поддерживайте, мотивируйте. Подход может быть и обязан быть разным. Реакции у детей тоже могут быть разные. Иногда бывает так, что родители к 7 годам до сих пор не принимают особенности развития ребенка и отдают его в школу вот так вот. Такое тоже бывает. Как бы, ну, перекосы есть в разных как бы, вот этих историях, поэтому всякое бывает, но диалог ртом в ухо может помочь избежать множества неприятных ситуаций. В целом, конечно же, готовность распределяется по разным вот каким-то параметрам. Один из важных видов – это физическая готовность, то есть насколько ребенок достаточно развит в физическом уровне. Вот для этого, пожалуйста, проведите вот то упражнение, которое я упомянула ранее. Я его еще раз повторю. Озвучьте ребенку инструкцию, не демонстрируя, не показывая. Правой рукой дотянись до левого уха, проведя руку над головой. Также вот здесь у меня есть вопросы. Как определить, готов ли физически мой ребенок к школе? То есть важно понаблюдать. Пожалуйста, вот сохраните вот скрин вот этого слайда для проверки физической готовности. Дальше мы говорим про психологическую готовность, то есть это, самое главное, это личностная саморегуляция. Что такое саморегуляция? Это умение ребенка справляться со своими эмоциями, уметь регулировать свое поведение и адекватно реагировать на ошибки. Если этого не случается, например, вот мой ребенок, когда мы играем в карты, если он понимает, что он проигрывает, первое время он вообще все вот так вот бросал, говорил, нет, я не буду ничего это делать, все как бы, то сейчас он уже, как сказать, понимает, что он сделал ошибку, которая ведет его к проигрышу, и говорит, все, надо поменять, как бы вот он хочет избежать вот этой вот ошибки, и очень важно понять, как ребенок будет реагировать, когда у него там будет исчеркана тетрадка красной ручкой. То есть это, конечно, не в первом классе есть вероятность, да, но во втором, в третьем классе как бы, то есть получается, мы радуемся любым успехам наших детей, а там таких детей будет там от 10 до 30, и все равно кто-то будет успешнее нашего ребенка. И авторитет и вот
будет как бы уже у учителя, а не у мамы с папой. Если мы на протяжении всего периода вот взросления ребенка говорили: ты самый лучший, самый прекрасный, самый успешный, и не позволяли ему испытать вот ситуацию проигрыша, то будет жестковато, он будет выдавать вам негативное поведение, говорить: я туда не пойду, там плохо, там мне не нравится. То есть вот, например, ну вот, учитывая, я вот не могу приводить примеры других людей, но могу приводить примеры своего ребенка, да, ему сказали, что в школе, не буду говорить, кто сказал, конечно, так нельзя делать, но сказали, что вот ты будешь в школе делать ошибки, тебе будут ставить двойки, и мама будет тебя ругать. Конечно, первое, что он мне говорит, когда он сейчас проигрывает в любой из игр, он говорит: я не пойду в школу, там все будет плохо, я не хочу, не буду, и вообще все как бы, то есть вот понимание потенциальной ошибки вызывает у него вот как бы негатив. И, допустим, как бы вот, ну такой тоже вот негативный опыт из нашего вида, не из нашего вида, из нашей жизни. В общем, у меня у ребенка есть некоторые сложности, ну, как бы в социальной коммуникации, в адаптации, и он до 5 лет вообще не принимал участие в массовых вот таких как бы историях, он все время отказывался, ничего не учил, как бы, да, и, ну, с крайне недовольным видом это делал. И, получается, дали ему выучить 4-сложный стих, он его выучил с подсказкой, но никак не мог вот запомнить после 3 слов фразу. И, в общем, мы ему все время подсказывали. И что-то произошло в детском саду, он пришел домой и сказал: я не пойду на 8 марта рассказывать стих, потому что я вот не слышу. А еще я не могу говорить в микрофон, потому что у меня болят уши. Мы предприняли попытку как бы решения этого вопроса. Мы ему говорим: мы пойдем все вместе, мы будем тебя поддерживать, я тебе подскажу, никто тебя ругать не будет, все будет хорошо. Потом он опять приходит из детского сада, то есть что-то случается в детском саду, что создает у него в голове понимание ситуации неуспеха, и он отказывается вообще что-либо делать, включает негативное поведение. Ну и, соответственно, в день, когда был утренник, посвященный 8 марта, мы никуда не пошли, потому что все утро ребенок понимал, что вот-вот наступит ситуация неуспеха, и как бы всячески он нам дал понять, что нет, ни сегодня, ни сейчас. И сейчас он в целом отказывается принимать участие в каких-то массовых историях, где вот есть вероятная ситуация неуспеха. То есть пока что на момент своего развития саморегуляция, ну, с саморегуляцией есть проблема. Больше того скажу, с саморегуляцией, с тревожностью и с какими-то эмоциональными вот откликами сложно у всех ребят, у которых есть задержка речевого развития, потому что долгий период времени, а кто-то до сих пор, они не могут высказать, что у них болит, что их беспокоит, поэтому альтернативная коммуникация как способ для решения проблем саморегуляции самая вот хорошая как бы история. Вот. Это тоже к вопросам о том, как оценить школьную зрелость, насколько ребенок может удерживать цель деятельности, может ли он доводить начатое до конца. Допустим, собирать рюкзак. Предложите визуальную инструкцию, что нужно положить в рюкзак. Например, книгу, яблоко, что-то еще, вот, 5 вещей. И предложите ребенку собрать рюкзак самостоятельно. Посмотрите, соберет ли он, понял ли он, что вы от него хотите, зачем это нужно делать. То есть, ну, как бы самостоятельность – это то, к чему нужно приучать ребенка с первого дня школы, потому что если вы будете делать за ребенка 90% подготовки вот к школе, там, подготовка вещей, подготовка рюкзака, то он будет делать ровно 10%, то есть вот из общих 100%. Поэтому это такой вопрос, конечно, сепарации, в смысле отделения от ребенка в том вопросе, что а сможет ли он, а помогу ли я ему, что я должен делать, что я должен предпринять. Поэтому вот иногда бывает так, что нам самим, как родителям, необходима какая-то грамотная ситуация специалиста для того, чтобы понять, как и в какой период необходимо понять, где моя сторона ответственности, как научить ребенка самостоятельности, насколько он может освоить эту самостоятельность в рамках его возможностей, здоровья и так далее. Тут у меня перечислены методы активизации саморегуляции у детей с ЗПР.
можно тоже заскринить, но это про то, что должно быть рабочее какое-то конкретное пространство, где мы занимаемся вот своей продуктивной деятельностью. Это поручение ребенку части домашних дел, которые как бы он может и должен выполнять для того, чтобы вот что-то начинать, понимать, что нужно сделать, усваивать инструкцию, доделывать это до конца. Вот. Это также про то, что родитель говорит, что мы будем сегодня делать, куда мы пойдем, зачем мы это будем делать, почему ребенок должен в этом принять участие. И очень важно, когда ребенок пойдет в школу, я вот себе здесь тоже заметку сделала, важно смотреть. Так. Ага. Так, сейчас посмотрю. Нет, кажется, в другой бумажке сделала заметку. Когда ребенок идет в школу, и у него наблюдается нарушение сна, меняется аппетит и развивается какая-то вот апатичность, это само собой не пройдет. Обратитесь, пожалуйста, к специалисту. Ну и в целом первая четверть – это четверть, когда детишки часто болеют, потому что они не могут выдерживать вот эту нагрузку. Поэтому, пожалуйста, перед первым классом желательно не делайте каких-то резких, серьезных движений, не переезжайте, не разводитесь, не рожайте новых детей. Но если дети уже родились, как бы окей, уже обратного пути нет. Но если у вас есть возможность запланировать, то, пожалуйста, воздержитесь от каких-то резких изменений в жизни для того, чтобы не нагружать ребенка дополнительно. Ну вот про интеллектуальную готовность мы тоже сегодня много говорили. Первые два спикера. Очень важно понять, насколько у ребенка сохранный интеллект. Ну, для этого, как принято, стандартизированно измерять интеллект тестом Векслера, но если ребенок не может говорить, то, соответственно, речевая деятельность ему недоступна, и тест Векслера в данном случае будет неинформативен. Вот. Про возраст я также ранее упомянула, что возраст может быть разным, хронологическим, биологическим, психологическим. И перед тем, как ребенку пойти в школу, мы смотрим не только, сколько ему лет по свидетельству о рождении, но и насколько его возможности и психологическая зрелость позволяет развиваться в ситуации вот какой-то школьной активности. Также хочу вам порекомендовать таблицы сенсомоторного развития. Они мне очень нравятся, очень помогают, потому что иногда возникает вопрос, насколько у моего ребенка в случае перенесенного заболевания либо какой-то ситуации, почему ребенок имеет статус УВЗ либо инвалидность, разные. И мы говорим про то, что один из единственных целей коррекции педагогических каких-то занятий, либо того, что мы предпринимаем, это развитие дополнительных навыков, которые делали бы его более самостоятельным и автономным от нас с вами, как от родителей. И было бы хорошо, если бы был такой-то чек-лист, по которому вот мы можем поставить галочки и можем понять, что вот ребенок развивается хорошо, все прекрасно. И мне вот эти два пособия очень помогают, очень нравятся, потому что не только речь должна беспокоить на самом деле. Потому что если ребенок, в общем, есть множество вопросов помимо речи. Я призываю вас обратить на это огромное внимание. Вот эти два пособия стоят недорого, можно приобрести их на Вайлбисе или Лабиринте, поэтому, пожалуйста, обратите внимание. Про тест Векслера также я сказала, что, в принципе, он является надежным, научно обоснованным и апробированным в школьном и в медицинской практике психодиагностическим инструментом. Однако, если ребенок в целом не владеет речью, то с этим будет немного проблематично. Если ребенок впадает в негативное, нежелательное поведение, то нам, конечно же, нужно овладевать какими-то техниками помощи ребенку, одна из которых является контейнированием. Вы наверняка слышали от авторов теории привязанности, которые говорят о том, что такое контейнирование и как его нужно
правильно делать. То есть вот ребенок приходит со школы расстроенный, говорит: мама, там все плохо, больше туда не пойду. И вы ему говорите: да, ладно, не переживай, все будет хорошо. То есть это, ну, как бы не совсем корректно, потому что мы признаем чувство ребенка, то, что он расстроился, что он хочет поплакать, что ему там что-то не нравится, потому что все-таки это ситуация смены, как бы вот, смены уровня образования, это все-таки стресс, пусть и вот, кажется, что этап взросления. Во что можно поиграть? Предлагаю вот такую вот развивающую игру эмоций и чувства. 21 карточка пазл, они все лежат в хаотичном порядке. Ребенку нужно сложить сюжет из 3 карточек и предположить, что случилось, что произошло. Например, есть обезьянка, она увидела коврик и решила помедитировать. Что такое помедитировать? Это когда мы делаем вот так. А почему мы делаем вот так? А потому что, когда мы злимся, мы можем взять минутку для того, чтобы подышать, либо еще что-то. То есть вот те техники саморегуляции по дыханию, по каким-то вот этим вот вещам важно объяснять ребенку, даже если ему кажется, что он может это как бы не воспринять. Ну и в заключение хотелось бы порекомендовать вам книгу Виктории Шиманской «Где живут эмоции». Это рабочая тетрадь с практическими заданиями по развитию эмоционального интеллекта. Там есть наклейки, и там мы можем прорабатывать вопросы эмоций в игровом формате. Если у вас есть вопросы, я готова ответить. Про летний лагерь. Я ранее упоминала, что мы летнюю активность анонсируем чуть-чуть позже. И она будет доступна для тех, кто вот записался в проект заранее. У нас как бы 100 заявок есть. Мы попробуем предложить вам какую-то активность. Сейчас мы ведем переговоры по реализации летней занятости. Спасибо. Вот сенсомоторные таблицы. Посмотрите, пожалуйста. Если вопросов нет, мы можем перейти к следующему спикеру. Завершает комплексную диагностику. Да, мы проводим. У нас есть форма, где родители оставляли свои заявки. Мы провели диагностику с февраля, вот сейчас апрель. В мае диагностика будет проведена в Мирном, в Валданском и Нерюнгринском районах. Вы можете, если мы вам не писали, не звонили, но вы оставляли свою заявку вот в начале проекта, напишите, пожалуйста, мне на мой телефон, я проверю. И если вы не оставляли, хорошо, тогда, пожалуйста, напишите. Мы можем включить вас только в лист ожидания, потому что у нас остается немного мест на июнь. Мы предложим сначала записавшимся из списка. Иногда бывает так, что кто-то передумал, кто-то на реабилитации, и если места останутся, мы вас пригласим. Елизавета Иннокентьевна, наш невролог. Елизавета Иннокентьевна, включите, пожалуйста, микрофон. Ага. Я сделала вас здесь соорганизатором. Можете запустить демонстрацию. Либо я могу запустить вашу презентацию, как удобно. Так, сейчас я сама. Так.
Если у Слайды вас видно? нет, слайды было видно, но потом они исчезли. Можете, пожалуйста, подключить? Да, минуту. Сейчас все сделаем. Только нужно будет говорить, когда нужно переключать, хорошо? Мгм, мгм. Так, всем здравствуйте. Я врач-невролог фонда Харсхал. Я буду рассказывать больше про медицинскую часть о подготовке детей к школе. Мгм. Вы много прослушали про психологическое развитие готовности к школе, социальной готовности. И сейчас приступим вот больше к физиологической, физической готовности. Дальше. Елизавета Александровна, дальше. Сформированность школьной зрелости напрямую зависит от состояния здоровья ребенка. Это вот функциональное состояние различных систем и зависит от наличия различных заболеваний, либо острых, либо хронических. Длительное время считалось, что критерием готовности ребенка к обучению в школе является уровень его умственного развития. По его мнению, быть готовым к школьному обучению – это значит обобщать и дифференцировать в соответствующих категориях предметы и явления окружающего мира. Но на современном этапе под школьной зрелостью понимается достижение ребенком такого уровня психического развития, на котором он оказывается способным принимать участие в школьном обучении. Следующее. Хорошо, можно побогаче. Так, и вот компоненты физической активности. Наиболее важным компонентом физической готовности к обучению является состояние здоровья. Для его оценки используются определенные критерии: наличие заболеваний, функциональное состояние основных систем организма, степень сопротивляемости организма и уровень физического и нервно-психического развития, а также степень его гармоничности. Физическое развитие рассматривается как самостоятельный компонент физической готовности. Обычно проводят оценку 3 основных антропометрических показателей. Это рост, масса тела, окружность грудной клетки. И по различным индексам и шкалам смотрят, входит ли в стандарты ребенок. Развитие функциональных систем ребенка оценивается функциональное состояние организма, артериальное давление, частота сердечных сокращений, жизненная емкость легких и физическая работоспособность. Дальше. Елизавета Александровна, дальше. Физическая подготовленность определяется уровнем сформированности психофизических качеств и двигательных навыков. Развитие мелкой моторики рук у старших дошкольников. Хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, обеспечивающие сложные движения, а мелкие мышцы кистей рук, обеспечивающие точные и тонко координированные движения при письме, развиты недостаточно хорошо. И шестое – это овладение культурно-гигиеническими навыками, важный компонент готовности ребенка к школе. Отсутствие у первоклассника навыков самостоятельного выполнения культурно-гигиенических действий – это умывание, прием пищи, чистка зубов, освоение приемов чистки обуви и одежды, контроля своего внешнего вида создает затруднения при организации обучения ребенка в школе. Развитие этого компонента придает физической готовности полноту и завершенность. Дальше. К сожалению, слайды переключаются с некоторой задержкой, но я всегда по команде переключаю. Вот детский профилактический осмотр, который проводят в садике, который проводят в поликлинике перед поступлением в школу, он проходит по приказу Минздрава от 10 августа 2017 года под номером 514-Н. У всех, наверное, есть такая большая, как размера А4, медицинская карта.
она оформлена по форме 026У-2000. Вот ее заполняют перед поступлением в школу, и есть графы по различным возрастам. И дети перед поступлением в школу должны пройти некоторых врачей. Это основные врачи, это педиатр, невролог, окулист, ортопед, стоматолог. И по необходимости, если у ребенка имеются какие-то хронические заболевания или жалобы соответствующие, то ребенок направляется к узконаправленным специалистам. Это могут быть лор, гинеколог, уролог, эндокринолог. Угу. Дальше. Проходит ребенок обязательно еще обследование. Это общий анализ крови, мочи, УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, электрокардиограмма и УЗИ сердца. Вот этот так называемый чек-лист обследования должны проходить все дети. Угу. Дальше. И медосмотр такой желательно проходить вот за полгода до начала обучения. То есть вот в феврале, в марте уже нужно проходить обследование, чтобы выявить у ребенка, где его слабые стороны, над чем нужно поработать, чтобы было время компенсировать недостатки, чтобы к школе он уже был готов, а не вот, как бы за 2 недели до школы в середине августа вот простаивать в нескончаемых очередях в поликлиниках. Вот так как бы нежелательно поступать. И по окончанию профосмотра детей по этому приказу делят на 5 групп здоровья. Первая группа – это здоровые дети с нормальным развитием. В первой группе здоровья сейчас как бы количество детей значительно уменьшается с каждым годом. Вторая группа – это дети без хронических заболеваний, но с некоторыми функциональными нарушениями, а также перенесшие инфекционные заболевания тяжелой и средней степени или имеющие общую задержку физического развития или дефицит массы тела, часто болеющие ОРЗ или имеющие физические недостатки после травм и операций. Часто болеющим ребенком считается ребенок, который в месяц болеет ОРВИ более 2 раз. Третья категория, третья группа здоровья – это дети с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии, с редкими обострениями и сохраненными функциями органов и систем, а также с физическими недостатками, если они не ограничивают возможность обучения и труда. Четвертая группа – при наличии хронических заболеваний в активной стадии или в нестойкой ремиссии, с частыми обострениями, а также при нарушениях функций органов и систем, с потребностью в лечении или физическими недостатками, с ограничениями обучения и труда. И пятая группа – это дети с тяжелыми хроническими заболеваниями и редкими ремиссиями, осложнениями или значительными ограничениями обучения и труда. Как правило, дети пятой группы, они обучаются на дому. И вот группа здоровья может влиять на программу обучения, особенности питания, занятия физкультурой, участие в олимпиадах, режим и медицинские назначения, которые могут проводиться в школе. Угу. Ой, у меня там еще был слайд про ПМПК. Он, видимо, почему-то не сохранился. Угу. Я хотела еще сказать то, что вот наши дети, большинство, которые входят в категорию ОВЗ и детей-инвалидов, они дополнительно еще к этому профилактическому осмотру проходят ПМПК. ПМПК – это вот психолого-медико-педагогическая комиссия. Она проводится тоже по приказу, но уже не Минздрава, а Минобрнауки от 20 сентября 2013 года. Кому интересно вообще,
эти все приказы в свободном доступе в интернете. Вы можете набрать приказ о ПМПК, приказ о проведении профосмотра перед школой. И там очень все конкретно, все написано, какие специалисты, когда должен быть ребенок осмотрен. И на основании этих приказов вы уже можете требовать с поликлиник, из детского сада, со своего педиатра. Вот, ну, если ты знаешь свои права ребенка, то как бы легче апеллировать и получать то, что как бы предполагается. В состав ПМПК входит педагог, психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, врач-психиатр. И ПМПК уже назначает программу обучения, по какому виду будет обучаться ребенок. Но это все очень индивидуально. Угу. Так, и я бы хотела вот вернуть слайд, на котором перечислены специалисты, которых должны пройти перед школой. Ну, первый это вот педиатр. Угу. Елизавета Александровна, вернем тот слайд, где перечислены специалисты. Что у нас оценивает педиатр? Педиатр вот как раз проводит все антропометрические измерения, соотношение роста, соотношение массы тела. И вот жизненный объем легких, интерпретацию кардиограммы, интерпретацию УЗИ сердца. Почему это все проводится? Вот очень многие мои коллеги не проводят медосмотры своим детям, да, и грешат тем, что как бы дают знакомым, чтобы ставили подписи, но это на самом деле так делать совсем не нужно. Это это все делается ради ребенка, даже если как бы мы видим, что ребенок бегает, вроде бы здоров, редко болеет, но такой медосмотр, чекап нужно проводить обязательно, потому что, возможно, какие-то скрытые нарушения ритма сердца могут быть у детей. Они тоже очень сильно влияют на процесс обучения, поэтому такие дети не могут долго усидеть. Это вот как причиной двигательного возбуждения может быть, быстрой утомляемости, рассеянности. Вот поэтому на медосмотр очень тщательное внимание отводим. Также осматривает невролог. Невролог полностью оценивает все высшие психические функции у ребенка, какой тонус у ребенка. От этого тоже очень многое зависит, то, что ребенок как будет сидеть, насколько долго будет концентрация внимания у ребенка к школе, да. И все знают то, что к 7 годам активное внимание у детей максимально достигает 15 минут, и поэтому все занятия школьные, они проводятся со сменой деятельности. Умственная деятельность меняется как бы физической активности. Вот. Осмотр окулиста тоже обязателен, потому что как бы в повседневности, в обыденности мы можем не замечать какие-то нарушения зрения, то, что ребенок стал плохо видеть вдаль. От этого тоже очень многое зависит, потому что если мы это вовремя не заметим, вовремя не скорректируем, а ребенок как бы к этому привыкает, он будет сидеть, не будет видеть, что написано на доске, и объяснить это должным образом, тем более если ребенок с ОВЗ, он это не сможет. Поэтому осмотры окулиста тоже обязательны. Осмотр ортопеда. Вот, как бы поход в школу, это вообще полностью меняется жизнь ребенка, потому что от больше такой физической деятельности ребенок переходит на статическую, потому что ему нужно длительное время сохранять статическую позу, сидя за столом, за партой. И в это время как раз 7-9 лет у детей очень часто развиваются сколиозы.
И как все знают, сколиозы, они лечению не подлежат. Это их можно только остановить дальше от дальнейшего прогрессирования. И поэтому ортопед тщательно перед школой должен осмотреть, какие мышцы у ребенка есть слабость в мышцах, то, что нужно, какие кружки ребенку подойдут, какие упражнения нужно будет сделать, чтобы укрепить эти мышцы, чтобы ребенок смог сидеть за столом. Если вот слабость мышц, она очень тоже влияет на умственную деятельность, потому что наш мозг, вот Юлия Игоревна очень много рассказывала нам о том, что вот по поводу диспраксии и то, что мозг у нас получает информацию от тела. И также мозг дает вот энергию на то, чтобы сохранять определенную позу. И у нас мозг будет отдавать очень большую энергию на то, чтобы сохранять позу. Если у ребенка мышцы слабые, он будет эту позу сохранять за счет мозга. И поэтому усваиваемая новая информация будет уже идти тоже с осложнениями. Поэтому на мышцы очень тщательное внимание тоже определяем. И также смотрим, как ребенок держит ручку. Бывают очень такие дети, которые ручку держат очень сильно, очень крепко, и вплоть до того, что такое вот нарушение бывает, как пищий спазм, то что вот после того, как целый урок ребенок писал, он не может даже пальцы расслабить. Если вот кисти, пальцы, они напрягаются, потом постепенно это напряжение передается на шейно-затылочные мышцы, мышцы плеча. И также вот если эти мышцы спазмируются, потом возникают головные боли, напряжения. Это все вот замкнутый круг, вот даже то, что такая вроде бы, держит ручку, как бы и держит, да, но то, что вот какой клубок потом проблем от этого может возникнуть. Поэтому заранее вот можно научить ребенка, как правильно держать ручку. Угу. Так, дальше. Осмотр стоматолога тоже обязателен, потому что от того, какой прикус у ребенка, при нарушении прикуса тоже могут возникать потом различные вот головные боли, напряжения. Если есть непролеченный кариес, это хронический очаг инфекции, который очень снижает иммунитет у ребенка. Поэтому все кариесы нужно перед школой пролечить зубы. Если иммунитет будет снижен, также вот и утомляемость будет у ребенка, часто будет болеть, часто будет пропускать. Поэтому все хронические очаги инфекции перед школой нужно пролечить. Вот. Ага. Если есть вопросы, я бы хотела ответить. Светлана Евгеньевна, я бы хотела, чтобы вы с позиции врача рассказали про речь, потому что все-таки вот как бы запрос на речевое развитие в 7-8 лет, он наиболее острый и актуальный. Все-таки как ориентироваться на вот сензитивные периоды, о которых вы ранее упоминали? Угу. Сензитивные периоды развития речи, они действительно есть. Это вот все уже как бы доказано, то, что период развития речи у нас начинается с 2 лет, и вот окна развития речи закрываются в 7, максимум 8 лет. И ребенок, который не заговорил, это имеется активная речь, которая вот артикуляция, если она не развилась к 7-8 годам, то с большей вероятностью, что именно активная артикуляционная речь у ребенка не возникнет. Поэтому, если мы не вызываем у ребенка речь, как можно раньше нужно начать вызывать другие методы коммуникации.
Другие методы, что понимается под другими методами коммуникации, это жестовая речь, это речь с помощью карточек пексов, это тоже считается речью. Возможно, как-то вот рисовать схематично, это тоже считается, если самовыражение в любом виде, это считается вот речью. И как бы тоже вот решает ПМПК, если безречевой ребенок идет в школу, ПМПК решает, по какому виду обучения этот ребенок будет обучаться. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, есть ли в чате вопросы, на которые мы могли бы ответить? А как вы относитесь к методам вызова речи? Я все про речь. Вот какие-то, возможно, таблетки, аппаратные вот методы лечения, ну, вот иглоукалывание. То есть в какие-то периоды времени есть какие-то вот... Вообще, как показывает опыт, то, что когда родитель узнает, что у ребенка такая проблема есть, конечно, он хватается за все возможные варианты. Интернет наш пестрит рекламой, да, то, что вот всякие микрополяризации, баки, это все работает, это все вызывает речь. Рекламы очень много, и родитель очень боится упустить возможность. Но, к сожалению, именно вот идя таким путем, время и упускают. Потому что речь может вызвать только занятие. Только занятие, и очень как бы неправильно понимать, что речь может вызвать только логопед. Потому что сейчас в большинстве случаев локально речевых проблем не существует. Совместно с ними как бы чаще всего ребенок не говорит вторично, либо за счет поведенческих нарушений, либо за счет интеллектуальных нарушений, либо за счет каких-то хронических сопутствующих заболеваний. И чтобы вот скорректировать, нужно сначала какие-то поведенческие проблемы. Для этого требуется, ну, как бы занятия с другими специалистами, с зоотерапевтами, с дефектологами. Поэтому сразу бежать к логопеду, тем более к логопеду, который вот не владеет опытом работы с детьми с поведенческими нарушениями, это тоже, к сожалению, упущение времени. Еще вот очень как бы считается, да, то, что как бы все помогает в комплексе, что нужно как бы принимать лекарства, ходить на занятия, еще на какие-то реабилитации. Но, как правило, самым эффективным является именно вот занятие со специалистом, и желательно найти своего специалиста и длительно, регулярно заниматься именно с ним. Реабилитации набегами там раз в полгода по 2-3 недели эффект могут дать у детей, у которых проблемы маленькие со здоровьем. А если проблемы серьезные, то только регулярные длительные занятия, и результат от таких занятий точно будет, но спустя там 3-4 месяца, полгода, но результаты обязательно будут. Как вот мы в комплексной диагностике детей принимаем уже 4-й месяц. И 4-й год к нам уже приходят как бы дети, которые каждый год проходят у нас обследования, осмотры. И что мы видели вот в начале, и что мы видим там на 3-4 год правильных занятий
со специалистами, которые требуются. Это вообще колоссальная разница между теми детьми, которые ходили чисто там набегами на реабилитацию, меняли вот логопедов или чисто только к логопеду ходили. К сожалению, разница вообще колоссальная. Так. Ага, спасибо большое. Тут вопрос появился. У нас в случае перенесенный менингоэнцефалит, ребенок, так, дизартрик, какие-нибудь препараты могут нам помочь? Речь запустилась на очень невнятное. Есть страх, поэтому не даю ничего, кроме магния. Хотелось бы узнать ваше мнение. Чтобы понять, какие препараты нужны ребенку, это в первую очередь нужно, конечно, сдавать анализы. Есть ли у ребенка анемия? Если анемия есть, то анемию нужно лечить обязательно, потому что кислород – это в первую очередь питание для мозга. Если у ребенка анемия, ну как бы у любого человека, если анемия, то кислородное голодание хроническое происходит в головном мозге, и на фоне этого уже астенизация идет. Поэтому как бы нужно препаратами лечить только подтвержденные анализами заболевания. Угу. Еще вопрос. Возможно ли вылечить РОП-ЦНС? Вообще вот резидуально-органическое поражение ЦНС. Это больше диагноз для статистики, больше диагноз для того, чтобы для кодирования. Это вот РОП-ЦНС ровным счетом особо ничего не говорит, потому что если мы посмотрим на детей, да, вот РОП-ЦНС у ребенка диагноз стоит, он будет, ну, как бы такой неусидчивый, такой рассеянный, бегает все время, да. И второй ребенок тоже, у которого стоит диагноз РОП-ЦНС, совершенно как бы не понимающий обращенную речь, не понимает, как бы вот нету коммуникации, нету речи, у него тоже будет стоять РОП-ЦНС. Мы диагноз смотрим потому, что вот как бы пишут РОП-ЦНС, это чисто вот как бы классификация для статистики, это чисто для медицинской документации. Потом точка, и потом идет ваш диагноз. Либо это вот как бы интеллектуально-мнестическая недостаточность, либо моторная алалия у ребенка, да. Поэтому как бы РОП-ЦНС ни о чем не говорит. Если это какие-то поведенческие нарушения, дефицит внимания, это все можно тоже, ну, как бы скорректировать. Тоже вот, ну, как бы вылечить. Угу. Тут ВЧД. Внутричерепное давление, наверное, да? Внутричерепная гипертензия. Угу. Вообще сейчас как бы внутричерепная гипертензия – это на самом-то деле реанимационный диагноз, потому что как бы его во всех учебниках, его критериями являются отек зрительного нерва, неукротимая рвота, увеличение размеров головы, даже спинномозговая жидкость может идти из ушей, из носа. Это очень серьезно такой реанимационный диагноз. А внутричерепное давление, которое вот измерить его возможно только при люмбальной пункции. Давление измеряют. Либо прямо во время операции, когда черепную коробку открывают, только так мы возможно измерить внутричерепную гипертензию. А то, что вот пишут на рентгенах, то, что вот пальцевидное давление по рентгену черепа ставят такой диагноз, это все сейчас, ну, как бы такого диагноза нету. Либо такой диагноз увеличено количество жидкости, сказали.
Мгм. Мгм. Ну, вообще жидкость в головном мозге, она должна быть. Жидкости много, потому что форма головы такая, либо это атрофия каких-то структур, но это не давление. Это жидкости много, потому что форма мозга какая-то другая может быть. Либо атрофированы какие-то лобные структуры, либо височные структуры. Атрофированы это как бы уменьшено в размере, и за счет этого как бы эта мозговая ткань, она замещается водой. Но это не значит то, что как бы воды много, оно давит на мозг, и поэтому мозг такой формы. Совершенно не так. Мозг такой формы, поэтому воды много. Это как бы в диагнозе нужно уточняться вам. Это не внутричерепная гипертензия. Мгм. Да, есть ли еще вопросы? Если их нет, мы поблагодарим всех, кто подключился, нашел свое время. Так, ну буквально 1 минуту еще предлагаю подождать, потому что, может быть, человек печатает, а я возьму и все выключу. Ага. Мгм. Если Так, вопросов всем нет, спасибо. да, вы можете написать нам что-то хорошее, так мы поймем, что вопросов нет. Хотим пригласить вас подписаться на социальные сети фонда. Мы выкладываем анонсы по проекту в Телеграм-канале, ВКонтакте, и также у нас есть страничка проекта. Всем спасибо. Запись будет выложена на YouTube. Дополнительно мы разместим ее так же, как анонс в социальных сетях. С праздником вас, хорошего вечера и до новых встреч. Всем до свидания.